Опыт предков в современном исполнении. Партия уникальных изделий производства компании «Искоми» готова к отправке на передовую. Предприятие «Максиход» выпускает продукцию для использования в сложных природных условиях. Аналогов такой в России нет. Лодки, сани из прочного пластика, экипировка для рыбалки, охоты, туризма, а теперь еще и для специальной военной операции. Предприятие молодое, но уже известное за пределами региона. Ольга Коняева о том, что уже совсем скоро будет отправлено на передовую. Девочки шьют как раз-таки высокие гамаши, которые мы отправляли на СВО. Непромокаемые гамаши именно высокие, по принципу тобоков северных ПИМ. Защищают ноги от сырости, грязи и холода. Такие выпускают только на нашем сыктывкарском предприятии. Компания «Максиход» выполняет уже не первый заказ Республики Коми по пошиву изделий для бойцов на передовой. Сегодня отправили еще одну партию вещмешков, легких и прочных. Специально идет стропа, а также усиление идет на швах, где у нас пришивается стропа. Это то, что касается вещмешков. То, что гамаши, чтобы они не промокали и влагу, и грязь отталкивали, там идет специально с силиконовым покрытием ткань. Это вот у нас при эксплуатации выявили, что это самая надежная ткань. Собственная разработка и этот плащ без молний, пуговиц, усовершенствованный, как здесь говорят, для быстрого входа. Сшито по прототипу нашей вот северной малицы, именно одевается через голову. И плюс здесь есть такие клапана на магнитах, то есть доступ к карманам верхней одежды, доступ к разгрузке, что тоже очень важно. Из суперматериала российского производства, это брюз 250, вообще не промокает, не обледеневает, снег не прилипает. Экипировка для туристов, охотников и рыбаков – это одно из направлений работы. Гермосумки, шапки, снуды, пятиточечники, сети маскировочные и другие изделия из легких и прочных материалов теперь незаменимы и в условиях специальной военной операции. Сети маскировочные, да, вот они у нас изготавливаются здесь, у нас в нашей организации очень хорошая, скажем так, защита. Накрывать блиндажи, накрывать себя, даже если так получилось, вот, и также технику. Пятиточники у нас работает многофункциональный, то есть он и работает, если туда вставить кевлар ткань, то он работает как такой бронежилет от осколков, от каких-либо камней. Вот, он работает как напашник, также разворачивается, можно на нем сидеть, также можно его раскрыть, и таким образом он еще защищает переднюю часть. Также можно на нем лежать. Руководитель Яков Максимов и почти все сотрудники здесь коренные ижемцы. Охота, рыбалка, непогода для них дело привычное и даже любимое. Дать людям возможность пересекать километры тайги, рек и болот максимально комфортно. Вот главная идея предприятия. Все изделия устойчивы в самых суровых природных условиях. Морозостойкая, ударопрочная, ну и много-много разных таких вот функций положительных. Вот, к примеру, лодки небольшие для мелкой воды, которые смело преодолевают какие-либо мелководные препятствия по перекатам, по камням, по валунам, по деревьям, там, ну, по нашим северным рекам. Это Сибирь, Архангельская, Мурманская область, то есть весь север, Республика Коми, естественно. Все производство сплав традиционного и современного. То, что создано северными предками, доработано. Это, например, Коми-лодка для перевозки тяжелых грузов, подходит для мелкой воды. Здесь она не из дерева, а суперпрочного полиэтилена низкого давления. Назвали лодку «Уралкой». Все мастера, которые раньше их изготавливали, их сейчас становится все меньше и меньше. А мы, скажем, пытаемся сохранить. Вот, сняли все размеры, чертежи, запроектировали ее. И вот сейчас она у нас изготавливается. С середины 2022 года компания работает с Центром поддержки предпринимательства Коми. Там помогли с сертификацией, в продвижении продукции и выходом на торговые интернет-площадки. Заказы поступают со всей России. Получали они в том числе и финансовую поддержку. Финансовую это вот, собственно, сертификация и есть, потому что у нас сертификация оказывается данная услуга полностью за счет средств федерального бюджета для компаний. Сумма поддержки там составляла в районе 100 тысяч рублей. И это открывает широкие перспективы для компаний, для того, чтобы они могли реализовывать свою продукцию для уже государственных заказчиков. Тем более, что их продукция она является очень востребованной не только в регионе нашем, но и за пределами.
За счет льготного займа микрокредитной компании закупили швейное оборудование и станок для сварки ПВХ-тканей, благодаря чему появилась новая текстильная продукция и рабочие места. Предприятие работает 5 лет, правда, пока, говорят, больше за идею. В планах воплощать в жизнь основанные на опыте предков новые задумки. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.